Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что думают, что говорят о вас мужчины со стороны. Видео предназначено только для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим вашу характеристику, ваш портрет и ваши энергии. Кто вы? Женщина, которая поддерживает какие-то традиции в семье. Также здесь женщина увлекается чем-то историческим. То, что было в прошлом, старое платье, может быть, какие-то далекие года, одежда, быт. Вот именно что-то такое со старого несется. У вас еще остались какие-то пережитки прошлого, людей умерших. То есть у вас есть что-то, хранится что-то от бабушки, по наследству и так далее. Человек такой очень понятливый, ясный, конкретный, справедливый очень. Жадная на эмоции, ревнивица, собственница. Счастливая очень. Родилась в белой рубахе. Вам везет по жизни, постоянно в чем-то фартит. Выигрыши, победы, да и в целом. Также показывают женщину, которая знает, куда она идет и что она в жизни хочет. Также она не отказывается от каких-то возможностей в жизни, хватается за них. Вы человек такой, который увлекается обо всем и сразу. Вы можете увлекаться совершенно разными какими-то увлечениями, друг от друга отличающиеся. Человек, возможно, изучает и языки или интересуется культурой других народов мира. Вообще интересно. Это разные страны, путешествия и так далее. Также можете коммуницировать на разных языках или можете коммуницировать с иностранными людьми. У кого-то здесь брак с иностранцем. Также здесь идет речь о каком-то таком большом крепком потомстве, или же, да, здесь именно предки имеют такие крепкие корни. Может быть, какие-то правители, судьи, рассудители, вот такие вот люди. Органы, связанные с законом, интересовались этим, политикой и так далее. Вовлечены в это или работали там. Здесь, знаете, постоянно такое идет какое-то, каждое поколение, какое-то обновление. Каждый род у вас имеет обновление. Бывают вот люди, жили как жили, ничего не поняли, так и умерли. Переродились и снова повторяют, и еще дополнительно проходят тяжелые моменты в жизни. Здесь у вас постоянно какие-то из рода в род обновления на улучшение. И заступаетесь за кого-то, вступаетесь или в силу каких-то даже прав. То есть вы можете защищать по правам человека там и так далее. Можете работать где-то. Именно связанное что-то с законом тоже. Также вообще человек, который знает очень много законов, имеет место быть. Можете увлекаться этим в законах. В последнее время очень много каких-то таких конфликтных ситуаций с людьми происходит или недопониманий. Берется как будто бы вот кто-то такой, который вредный около вас, или не понимающий вообще человек вас. Вы можете ссориться, ругаться, отстаивать свое, спорить. Вам его мир непонятен, и ваш мир ему непонятен. Вы сейчас в ожидании каких-то изменений в своей жизни, связанных с деньгами, финансами. Не удовлетворяет вас та ситуация, которая есть на сегодняшний день с деньгами. Вас не устраивает. Или же, да, здесь может быть вообще эти средства не покрывают какие-то ваши расходы. Может, кому-то здесь на что-то не хватает. Далеко смотрите вперед, далеко в будущее. Возможно, просматриваете даже больше какие-то видео или интересуетесь будущим, своим будущим. Просматривать и свое, и глобально вообще в целом. Да, это вот как предсказание Ванги и так далее. Очень много мужских энергий. Здесь человек, который отстаивает сейчас право. Право на что-то, может быть, даже женское право. Но вы человек не то чтобы только за женское право, да, вы смотрите со стороны двух, обоими глазами, вот так вот. Нет определенно я за женщин или я за мужчин. Вы рассматриваете со стороны на обоих полов, так скажем. Посмотрим сейчас, что думают, что говорят о вас мужчины со стороны. Думайте сейчас только о себе.
Очень красивая. Женщина, которая заботится о себе, ухоженная очень. Подмечают какие-то маленькие детали конкретно на вас. Маникюр, волосы уложены красиво. Вот такая есть чистоплотность. Вас больше здесь украшает вот что-то такое, что несет в себе какую-то скромность. Например, не накрашенные ногти, коротко выстриженные, да, вот в каком-то таком плане. Что-то дает такой шарм, причем это такое простое, но определяет вас вот как женщину, например, со вкусом. Женщина, которая не гонится за модой, имеет свое что-то. Но при том, да, здесь такое что-то чистое и элегантное. Это могут быть даже тона в одежде какие-то, вот бежевые, тихие, спокойные. Что думают? Думает о вас сейчас мужчина, который вас очень хорошо знает. У вас были какие-то с ним отношения, то у мужчины есть чувство, что вот мы никак не можем сойтись на одном мнении, на чем-то одном мышлении, например. Не можем сойтись, но мы для чего-то даны друг другу. Для чего? Для чего эта женщина пришла в мою жизнь, что она хотела мне этим сказать, или что свыше мне этим хотели сказать. Он в чем-то сейчас разбирается. Он огорчен, что не может быть с вами. Есть ряд причин, которые не дают. Человек видит в этом невозможность. Но есть чувство какого-то общего чего-то или родства, да, такого родства душ. Или мы очень сильно похожи. Но вот что-то, да, такое вас отделяет. И это вот причина, возможно, для вас тоже. Здесь даже могут складываться так обстоятельства, что вы не находите друг для друга времени, уходите друг от друга в разные стороны. Хотя есть момент сойтись, есть шанс быть вместе. Человек говорит о том, что вы женщина, с одной стороны, очень приятная, тоскует, есть тоска, но и опасная. Он боится каких-то зависимостей, что он станет зависимым. Он вообще человек по себе такой, знаете, не привык быть в этой жизни от кого-то зависимым. А чувств особенно к женщине, да. И тут у человека есть страх стать этим зависимым от чувств к вам. Он боится, потому что здесь чувствуется, что вы умная женщина, и вы умеете на самом деле надавить на какие-то болевые точки, связать человека тем самым как в оковы и не дать ему уйти, или же поставить его перед каким-то фактом. Да, человек боится этого. В то же время он испытывает, что вы такая женщина, которая зажигает сердца, да, дарит именно такую любовь, энергию через эту любовь. Он хочет этого, ему этого как раз-таки не хватает. Да, он понимает, что с вами можно. Но здесь опасно. Может быть, даже какие-то обстоятельства, которые вас разъединяют или держат по сторонам, это вот как раз-таки именно те ситуации, которые опасны. Может быть, у вас тоже кто-то есть, да, и он не хочет. Он может посчитать это как грех, влазить в чьи-то отношения, да, и что мне это потом может обернуться. Тут может быть печальный опыт у мужчины за плечами. Тут может быть именно какая-то ситуация была похожей, когда он куда-то уже влез, и как ему потом это все обошлось, и во что вылилось. Но вот он этого боится. Он видит, знаете, вас такой женщиной, которая возьмет в охапку и не отпустит, от которой будет очень сложно потом уйти. Очень сложно. Здесь может быть даже шантаж через финансы, через детей, да, через какие-то вот такие манипуляции. Также человек может здесь думать, что он видит в вас страсть, он видит в вас вот такую женщину, которая вроде манкая, да, с другой стороны она опасная. И вот у него страх, что вы это используете как оружие для того, чтобы взять свою цель. Достичь цели. Вот вы достигнете цели, ну а потом от этого не отделаешься. Да, или придется потом очень дорого расплачиваться. И здесь есть еще то, что человек боится потерять какие-то материальные средства.
Он за это держится, он за это может переживать. Но чувства к вам не отпускает. Это на постоянной основе. Здесь человек может находиться с кем-то в отношениях, но те эмоции, которые испытывал от вас, он там не получает. И здесь вот такая есть прям нехватка вот этих эмоций. Может быть, человек любит какие-то качели, да, или вот такие вот триггерные отношения. Его они, может быть, возбуждают. А вот этого нету, да. Вот есть какая-то такая ровная гладкая поверхность, на которой все и так ясно и понятно. И с этим неинтересно. С другой стороны, да, он бы хотел каких-то таких бурных отношений, но он боится. То есть такое, знаете, ни нашим, ни вашим вообще непонятно, чего человек сам хочет. С одной стороны хочет, с другой боится. Ну а ровно ему тоже не живется. Вот так. Здесь, знаете, вот человек как мечется между добром и злом, да. И совершить грех, и с другой стороны ходить чистым. Вот так вот. Дурак. Дурак. Глупый. Что еще думают или говорят о вас мужчины со стороны? Что вы очень такая порядочная, заботливая. Все в дом такая. Какие-то запасы делать, обживаетесь чем-то. Также вы любите уют, комфорт. Любите себя окружать именно, знаете, заботой, опекой о себе. Возможно, или самостоятельно, да, или с помощью окружающих. Думают о том, что вы темная лошадка, что вы что-то можете скрывать. Вот здесь что-то определенное есть в женщине такое таинственное, которое хочется раскрыть, но страшно. Здесь кто-то, я бы так сказала, устал вас ждать. Заболел даже на фоне этого. Приболел или чахнет. Могучая женщина все может, у нее какие-то есть или богатые родственные связи, или именно такие вот связи, где присутствуют люди из полиции там, и так далее, да, органов власти. Также вы женщина, которая может как-то повлиять именно благодаря этим связям. Здесь видна женщина, которая сама справится и без мужчины. Обеспечит, в особенности обеспечит. То есть здесь этой женщине нужно большего чего-то или сильного мужчину. Даже вот знаете, смотря на вас, мужчины испытывают комплекс неполноценности. Испытывают именно какие-то страхи. Но и в одно же время побуждение что-то делать. Как-то мотивируя себя этим, что вот стоит такая привлекательная женщина, что к ней нужно дары побогаче, а не какие-то там цветочки с поля, полевые цветы. Да, вот ей что-то нужно такое дорогое, значимое. Не какую-то бижутерию, а золото. Вот так вот. И испытывают, что они не могут дотянуть до вас или вам этого дать. Здесь есть мужчины, которые стыдятся своего положения перед вами. Смотрят на вас и вот понимают, что как так женщина смогла, а почему я не смогу? Да. Могут считать, что вы в какой-то степени, ну это в малых количествах, да, связаны или с тайными силами, потусторонним миром, или же, да, у вас есть какие-то такие связи, где какие-то криминалисты или люди, которые отбывали какой-то срок, имеют какой-то значимый вес и так далее.
связи. Здесь много об этом. Что думают? Но думают о том, что вы не будете постоянной, если вам ничего не давать или что-то не дать определенно. То есть вы не будете в отношениях постоянной. Но у вас есть и разрушающая сила. Вы человек, вы так выглядите, да, именно строго. Видят вас такой серьезной дамой. Не пятиминуткой, а вот именно серьезной. Та женщина, которой навряд ли воспользуешься одной ночью, одним днем. Нет, вы не такая. Скорее вы можете подвесить вот так вот в состоянии жертвы мужчину, нежели мужчина вас. У вас, кстати, есть определенно какие-то тайные знания, это точно. Да, могут думать о том, что вы ведьма, или вы пользуетесь какими-то ритуалами, обрядами и так далее. Умеете, по крайней мере. Или, может быть, даже у вас есть связи с такими людьми, которые могут влиять как-то незаметно через невидимые силы, оккультные науки и так далее. О себе много не говорите. Вы поэтому и таинственная. Вы такая, скорее, больше слушатель, наблюдающий. И вы в какой-то степени являетесь, знаете, и опаской, и в то же время очень манкой. Но строгая. Вы не показываете, не выпучиваете на показ, да, вот какую-то вульгарщину. У вас есть такой деловитый стиль, но при том он женственный, он красивый. Знаете, вот вас даже мужчины примеряют с собой. А вот что бы вот было бы, если бы мы с ней шли под ручку, да, вот как бы мы выглядели со стороны, как бы на нас смотрели, или что бы о нас думали. Вот вас очень много представляют в паре с собой. И здесь такое чувство, да, вот как будто бы мужчины взвешивают, кто сильнее по положению, или, да, вот как вы выглядите, кто вот выглядит более ярче, кто, да, такой более на втором фоне и так далее, или на заднем фоне. Вот как-то видят вас более такую яркую, первую, да, такая леди, которая заслуживает к себе внимания. Также здесь замечают то, что на вас, в принципе, обращают мужчины со стороны. Но вы создаете вид, на самом деле, очень солидной дамы. И здесь могут думать о том, что у вас есть какие-то собственные накопления. Или вы имеете какой-то свой бизнес, стабильный бизнес, деньги, ресурсы. Да. Видят вас, что вы женщина очень обеспеченная и самостоятельная. Но здесь могут быть сомнения, что у вас кто-то есть, что вас кто-то кормит, вас кто-то обеспечивает, и в вас кто-то вкладывается. Но больше здесь проявление, что вы по характеристике такая сильная, значит, наверное, она сама это все смогла заработать или достичь. Хваткая. Не стоите на месте, делаете что-то, зарабатываете, возможно, да, вот хватаетесь за какие-то возможности, не упускайте шансы. Вот так. Но такая неопределенность есть в понимании вас, какая вы, потому что вы не даете о себе информации, или о вас информации у мужчин очень мало. Вот есть определенный, да, образ женщины. Что самое интересное, на самом деле, да, у вас может быть закрытый костюм, но вы все равно выглядите очень маняще, страстной, аппетитной дамой. Они уже, вот знаете, как будто бы мужчины со стороны понимают, какое у вас тело, какая у вас фигура, да, какая вы по характеристике. Здесь есть какие-то, может быть, ваши разговоры или общение со стороны с кем-то, и вот они наблюдают со стороны, смотря на вас, как вы себя ведете. Может быть, даже здесь кто-то вас замечал в танце,
А танец – это первое, ну, кто в этом понимает, именно первый показатель того, какая женщина в постели, да, какая она страстная, не страстная, гибкая, не гибкая. Танец определяет именно женщину в постели. Вот так, давайте еще посмотрим, что думает. Ну, вот конкретно мужчина здесь какой-то возбужденный. Смотрит на вас. Кстати, вы очень сильно с этим мужчиной похожи. Очень сильно. Вы даже внешне можете, или черты лица, или вот какие-то отдельные части, да, вот очень сильно похожи. Может быть, руки, да, ногти, там еще что-то, брови. Ну, вот какие-то на теле родинки. Что думают, говорят о вас мужчины со стороны. Здесь конкретно говорит о вас мужчина, причем в компании таких же, как он, похожих на него или одного возраста, да, плюс-минус. Разговоры идут. О чем разговоры? Здесь очень много разговоров. Вы где-то находитесь или в одном коллективе, или где-то, вот хочется сказать, между парт проходите, почему-то парт, да, или столов. Но вы где-то вот проходите, причем на постоянной основе вы встречаетесь или видитесь, или он вас видит, да. Но тут сразу, как вы проходите, сразу начинаются разговоры, то что вы очень хитрая, и вы тот человек, который в чем-то помог этому человеку. Он о вас отзывается, в принципе, неплохо. Он, знаете, еще говорит, что вы такая... Во-первых, здесь может быть человек показывать фотографии ваши, любоваться, и сам любуется фоточками, да, и вот и хвастается, что вот эта вот женщина, например, мне написала или позвонила, или мы с ней общались и так далее. Вот что-то в таком духе, да, обратила свое внимание, свой взор на меня. То есть были какие-то шансы у него, но он сам чего-то там не захотел. Он подумал, вот знаете, тут такое, что он внутри хотел бы, да, но здесь вот такое легкое произошло вот отшивание, да, вот как будто бы вы этого человека отшили, отказали ему в чем-то. Но он не хочет этого признавать перед публикой, перед теми, с кем он говорит о вас, да, что вы его отшили. Вот он говорит, что не было времени какого-то, вот, но вот как-то пути дорожки разошлись, да, и у него до конца, например, не то, что он искал. Да, он определенно ищет другую женщину. Но здесь виден ваш отказ, ваш уход. Но он этого не хочет признавать вслух. Здесь такая, знаете, вот хитрая игра. Да, похвастаться, но в то же время не признать каких-то своих ошибок, дабы общество его, этих мужчин, не унизило как-то, не показало пальцем. Да, вот он везде привык быть таким вот крутым, или первым, или героем, вот как-то так. Вы, кстати, ему просто в чем-то помогли. Может быть, подсказали, да, и так далее. А вот он, знает, говорит то, что вы напрашиваетесь, или вы хотите, а он не хочет. Вот как-то так. В то же время здесь был такой отказ, когда вы мужчине отказали или дали понять, что он вам не нравится, может быть, да, своими действиями, но вы дали ему двигаться тем самым вперед, становиться в чем-то лучше. Человек сейчас предпринимает действия в отношении себя, работает над собой. То есть пытается вот как-то урегулировать, да, именно выровнять какую-то ситуацию. Тем самым он понимает какие-то свои ошибки в прошлом, как он себя вел с женщинами. И вот сейчас прорабатывает это.
и перерабатывает во что-то более новое, лучшее, да, становлюсь лучше. И здесь есть у него опыт с вами, и, соответственно, он здесь как будто бы общается с другими женщинами ради того, чтобы что-то проверить, какой он есть, да, или как к нему относятся, как на него реагируют женщины. Может быть, да, определенно у мужчины есть какие-то комплексы, но он это скрывает. Он пытается, даже замечая какие-то комплексы, вот пытается как-то скорректировать это, вывести на лучший уровень, побороть что-то в себе или изменить. Вот так. В чем-то вы помогли ему, как он считает. Но вот он конкретно проявляет себя, как будто бы он вас завоевал, но он должен подумать, а не вы. Да, вот так вот. Он здесь на коне, а не вы. Вот так вот. Не хочет, знаете, терять свою маску. Но он говорит, вы та еще штучка. Вы та еще штучка. Притом вы такая, можете с виду быть очень скромная. На самом деле очень горячая и страстная внутри дама. Да, сердцеедка можете быть. По его мнению. Смотрим дальше. Что думают, что говорят о вас мужчины со стороны? Ну что вы женщина определенно, которая знает себе цену, женщина, которая имеет за собой какой-то плачевный опыт, и она уже не даст и не позволит как-то с собой поступать плохо. Да, вы все видите насквозь, вы все взвешиваете, вы человек, который очень хороший анализатор, то есть анализируете, делаете выводы, может быть, как через сканер видите человека насквозь. И даже выворачиваете вот наизнанку его нутро. Поэтому здесь есть, опять-таки, некая осторожность по отношению к вам. И вообще к вам тянутся, к вам хочется. Но, да, по ручкам здесь очень сильно бьется этим людям, которые к вам хотят. Мужчины, имею в виду. Вы знаете себе цену, и это видно. Вы это проявляете во внешнее, показывая это, что да, я такая, я заслуживаю большего, я ценная личность. Вот так вот. И вообще я личность. Самовлюбленная в себя. Здесь видят, что вы любите любоваться или перед зеркалом на себя любимую. Также вы внешне проецируете именно ту женщину, которая позволяет себе многое, которая свободна. Именно в том смысле, что вы даже находитесь в отношениях, но вы не дадите собой руководить, манипулировать или заставлять как-то думать вас иначе. Вот у вас определенно есть такая черта своя, да, вот она такая. И если кому-то не нравится, дверь открыта, да, можете ее закрыть с другой стороны. Как-то легко прощаетесь с мужчинами, отпускаете. И здесь видят то, что вы, знаете, не будете сидеть, переживать и плакать о любви, ушедшей любви и так далее. Даже если уйдет мужчина, вы не будете переживать, вы пойдете танцевать. Вы пойдете веселиться, вы вот как-то, знаете, быстренько придете в норму, да, даже и не будете вообще впадать. То есть вы такая женщина, которая, с одной стороны, очень ценная в глазах мужчин. Такую женщину хочется иметь у себя или быть с ней. Но с другой стороны, да, здесь мужчины начинают трусить, ловить себя на моменте, что мы не сможем с ней справиться. Мы не сможем ее защитить, потому что она может сама отстаивать права, она может встать за себя, прокормить себя и так далее. То есть тут не знаешь, что вам дать, вообще на какой кобыле к вам подъехать и с какого бока вообще зайти к вам. Вы сегодня одна, завтра вы другая. Вы, кстати, очень быстро переобуваетесь или меняете вообще свою характеристику. Сегодня вы веселая, завтра вы грустная или вообще жестоко
отвернуто от всех, да, жестко, вернее, не жестоко, а жестко отвернуто от всех, не хотите ни с кем разговаривать. То есть вы человек настроения, и вы часто меняете, возможно, свою характеристику. Здесь именно конкретно к мужчинам, да, к женщинам здесь другое отношение. Здесь сейчас идет разговор о мужчинах, что вы бываете иногда холодны, а иногда, вот знаете, смотрите влюбленными глазами. На самом деле, тут еще могут понимать, что до вас не дотянешь. И вы, кстати, пользуетесь интересом со стороны мужчин. На вас также смотрят женщины, любуются вами или хвалят вас. Здесь даже мужчины замечают то, что женщины хотят уподобляться в вашей внешности, вашим каким-то внешним данным. Также о вас могут говорить, что вы где-то определенно знаменитая, или где-то я ее уже видел, но причем это где-то в видео, да, это может быть в новостях или еще где-то в фильме, там, но на видео имею в виду. Где-то вы светите, может быть, на самом деле вы какая-то яркая персона, знаменитость. Здесь может даже, вот знаете, на вас смотрит много людей. И даже вот кому-то из мужчин кажется, вот мы будем идти вместе, да, и на нас будут все показывать пальцем, потому что она значимая, она яркая, может даже эпатажная такая, да. Вот, а мне это неприятно. Что еще? То, что вы достойны богатого около себя мужчину, тот, который сможет вас обеспечить, что-то вам дать, на всякие ваши «хочу», потому что у многих возникает комплекс неполноценности. Я говорю, что дать вам чего-то не могут или не дотягивают до вашего уровня. Вы проецируете именно, да, что-то в себе такое очень дорогое, ценное. И притом не глупая женщина, очень умная. Женщина, да, которая ценит ресурсы, деньги. Этой женщине нужно постоянно давать деньги, дарить цветы, чем-то ее радовать, баловать и так далее, финансовым, материальным. Что думают, что говорят о вас мужчины со стороны. Но то, что вот как женщина, да, вот вы прям настоящая мама. Здесь видят вас именно даже по каким-то чертам поведения и так далее, что вы очень заботливая. Вы не с холодным сердцем, есть у вас сердце. Есть в вас практичность, есть в вас то, что вы чего-то не забудете, все помните в голове, держите в голове. Такая ответственная очень мама, именно мама. И вообще мужчины, когда смотрят на женщину, они уже теоретически, да, так со стороны рассматривают и представляют вообще женщину в быту, женщину, может быть, в деле, да, каком-то и так далее. То есть во всех смыслах, аспектах. Когда видят женщину вульгарного характера, они воспринимают это уже иначе. Да, это сразу уже готовый, раскрытый, всеми понятный вариант, да, что с ней нужно делать. А у них об этом нет. А вот когда именно видят вас, может быть, где-то со стороны или в деятельности какой-то, да, уже видно, что эта женщина, ну, серьезная, не легкого поведения. Хоть она и яркая, да, такая, это не говорит о том, что она какая-то гулящая, вульгарная. Здесь именно вот они видят, что по вашему вкусу скорее, да, или по вашему поведению, что вы такая заботливая мама. Но в то же время вы долго в кастрюлях, в халатах находиться не будете.
Знаете, тут конкретно кто-то, кто имел с вами дело, отношения, конкретно заявляет о том, что да, вы такая, сидеть на кухне долго вы не будете. Если вам надоест, вы встанете и пойдете гулять, отдыхать, веселиться, развеяться и так далее. Или уедете куда-то вообще, оставите записку. Да, все, я уехала от тебя, мне надоело. Тут, знаете, на вас смотрят как некая такая дама, как тонкий лед. Здесь нельзя ни так чего-то превысить. Здесь нельзя эту женщину заставлять. Она в любом случае, да, любит свободу какую-то. Она не любит, чтобы ее держали в клетке. Заставлять. И если вас заставлять, да, например, в чем-то, вы уйдете. Психанете, да уйдете. Думает о том, что вы любите покушать вкусненько, да, что вам все надо даже не просто вкусненько, но чтобы еще и красиво это было подано. Вы любите жить хорошо, вы наслаждаетесь этой жизнью. Конкретно кто-то сейчас замечает где-то в социальных сетях или где-то вы проецируете свое сегодняшнее положение, состояние и так далее. Да? Это может быть по каким-то заметкам в соцсетях, или вы пишете, может быть, статью, или показываете фотографии какие-то. Но здесь видно, да, то, что женщина вообще наслаждается, уживает эту жизнь по полной программе. То есть она себя здесь проецирует именно со стороны такой свободной, вольной женщины. И вы вот как-то, знаете, особо-то не будет Васи, будет Петя. Вот как-то так. Довольствуетесь вообще жизнью, что в ней дано. Но вы как-то не крутитесь вокруг одного мужчины, да? Но это и не говорит, что у вас их 10. Здесь именно проецируется то, что вы не зацикливаетесь на отношениях. Какие бы они ни были плохие отношения, но и ушла себе легко и просто. А здесь именно, да, смотрят еще мужчины на вас, которые хотели бы быть именно важными, да, и чтобы вы зависели, смотрели им в рот. Но здесь так не получится с вами, не пройдет. Здесь скорее больше в рот себе смотрите вы, а не кому-то. Вот так вот. Неведомая, да, такая. Ни за кем не иду, ни за кем не бегу. Я бегу за собой. За собой здесь и ухаживает она, да, и успевает. Возможно, может даже и вести какие-то дела еще, работу, и не одну. Что думает о вас, вот сразу говорю, мужчины очень долго думают. Вот встреча с вами оставляет след, оставляет потом думки, мысли какие-то. И я бы еще сказала то, что вы, знаете, вот проецируете такое, что когда вы уйдете, что потом больше никто и не нужен. Да, она определенно такая женщина, которая имеет в себе вот эту женскую энергию, да, она умеет наполнять, но она умеет и забирать это все с собой, оставляя ни с чем. Здесь кто-то о вас очень сильно грустит, ломает голову. На самом деле вот пытается как-то достучаться, может быть, до вас, но не получается. Или человек вообще заблокирован. Здесь вот как будто бы было очень много попыток идти к вам, в вашу сторону, но вы не даете этого. Или не даете какие-то шансы. Здесь разворачиваете человека носом к двери, и все. Что думают? Но здесь вообще вы мужчин ставите перед фактом, да или нет. Другого не существует. Да, вот такое у вас есть, какое-то такое королевское. И вы знаете, еще такая, как они видят, что вы любите наслаждаться именно какими-то любовными такими ухаживаниями, эмоциями, да, такими вы любите, но вы отдаете этому отчет. Вы четко понимаете, для чего вы этого хотите или как это заполучить. Такое чувство здесь может у мужчин быть, что у вас много кавалеров, и что каждый для вас как будто бы один, да? Или каждый может думать, что он у нее единственный.
То есть вы вселяете в мужчину такое, или умеете, по крайней мере, вселять, что ты у меня один, дорогой. А раз потом, да, трубочку положила и позвонила другому, и то же самое сказала. Давай, старайся, делай для меня. Вот как-то так. Это прям совершенная такая женщина. Женщина. С большой буквы. Вас уважают. И даже если, да, каким-то нутром мужчины понимают, что у вас много ухажеров, все равно они вас уважают. Ну да, эта женщина та еще добьется, да, чего хочет. Акула. Вот так. У вас внутренний стержень такой, да, как у мужчины. Мужская вы внутри, но женственная снаружи. Вы умеете быть и внешне тоже такой мужской, когда это требуется. Что думают? Здесь даже злится человек, психует. Знаете, вот как будто пишет, сминает и выкидывает. Пишет, сминает и выкидывает. Или человек говорит перед зеркалом с вами, он что-то говорит, а потом нет, не то, неправильно сказал. Да, вот как-то так. Пытается к вам как-то, может быть, найти какие-то пути. Но чтобы было все по его, да, вот найти какие-то пути. Но он понимает, что все вот как будто безнадежно, или вам то не понравится, это. Кстати, вас могут считать капризной женщиной, которая выбирает. И вот я говорю, к вам не на всей кобыле подъедешь, да, вы такая, можете быть именно женщина, которая на самом деле имеет какой-то выбор, да, не Петя, так Вася, не Вася, так Петя. Вот так вот. Что у вас говорят? Да вы ведьма. Вот конкретно этот мужчина говорит, ведьма такая. Да заколдовала меня. Здесь человек даже, вот знаете, ходит где-то гадать расклады. То есть спрашивать, не колдуете ли вы, не воздействуете ли вы. Потому что странное какое-то... Во-первых, он странно себя чувствует. И странные его чувства по отношению к вам. И он это смешивает с тем, не может ли быть это какая-то магия. Да, почему? Потому что человек вообще, по сути своей, скорее нарцисс здесь. Он никогда не имел кому-то какой-то душевности, тяги, да, привязанности. Вот были как-то и прощался легко. А здесь вот именно попалась такая женщина, да, которая, возможно, может, в чем-то унизила. Или, да, сама показала свои какие-то правила, законы и развернула его. И вот здесь никто так с ним не обходился, как поступили с ним вы, как он считает. И вот сейчас есть доля того, что вот я приду и отомщу, я ей покажу. Или она мне начнет писать, я теперь буду игнорировать. Или она пойдет ко мне навстречу, я буду игнорировать, да, поставлю себя выше. Но здесь чуйка у меня идет такая, что человек может проиграть, потому что на самом деле вы очень умная дама. И вы знаете при любой ситуации, как себя вести с мужчинами. Здесь, возможно, у вас, да, есть какой-то опыт, или человек, может быть, изучает психологию отношений, да, или вы просматриваете какие-то, может быть, ролики, много знаете информации, опыта, может, опыт со стороны и плюс свой личный опыт. Поэтому вы такая, которую, не проведешь. И скорее, даже если человек и объявится, а он может быстро и резко, внезапно объявиться, как гром среди ясного неба, да, здесь вы проявите именно какую-то свою смекалку. Или вот свои какие-то знания именно в этой психологии. Но вы темная лошадка, вы для него
знаете, та еще загадка. Вы для всех вообще загадка в целом, как мы сегодня видели. Но для него конкретно. Он считает, что не все еще мне раскрыто и известно о ней, о данной даме. Человек, кстати, может ковыряться в вашей жизни через тарологов, через ясновидящих, да, людей, которые что-то видят. Он может докапываться именно до какой-то вашей истины. Какая вы, какие у вас скелеты в шкафах, что вы прячете, что вы скрываете или кого скрываете. Дополнительно еще. Чуйка у него, что вы спите с кем-то, а ему говорите, что он у вас единственный. Или во время ваших встреч, вот как будто бы, когда вы с ним общались, встречались, да, человек почему-то думал, что у вас кто-то есть. Его какой-то конкурент, ваш тайный поклонник. Он, кстати, информацию наводил о каком-то мужике. О вас, но о том, кто у вас там еще скрывается, какой-то мужик. Где вы его там прячете, в шкафу или под полом. Да ни одного, слушайте. Вы знаете, у него такое есть вообще в привычке всегда сравнивать себя с кем-то. И здесь человек хочет докопаться до личности, которую вы скрываете. Да, как он выглядит, какие у него вкусы, предпочтения, да, как он себя ведет и так далее. И человек этот, который ревнует, злится на вас, он хочет быть похожим на этого мужчину. Да, по крайней мере, хотя бы на процентов 70 точно. Да, вот я хочу походить на того мужика, на кого она там смотрит или кому тянется. Здесь есть чувство такое, что вы его использовали и не любили, манипулировали ним. А вот кого-то вы поистине любите. И я хочу быть этим самым, кого она будет поистине любить, ценить, возвышать. Причем, да, здесь может думать о том, что вы там кутите, гуляете с несколькими мужчинами. Не один у вас кавалер. А знаете, делаете из себя святую, на самом деле здесь таите что-то. Или побыв с этими мужчинами, вы потом ходите и очищаете грехи какие-то к батюшке. Вот так вот. Так, смотрим дальше. Плачет. Здесь слезы даже есть, наворачиваются слезы. Он не хочет об этом думать, но вот наворачивает себе какие-то мысли еще. Хорошо, давайте еще посмотрим, что думают и что говорят о вас мужчины со стороны. Что вы очень такая любопытная, вам все интересно. Вы везде залезете, в каждую тарелку. Докопайтесь до истины. Или докопаетесь до сути. Вытащите тайну. Да? Вы такая женщина, которая имеет какие-то, опять-таки, говорю, связи, отношения, общения и так далее вокруг себя. И вы можете где-то узнать информацию или попереспрашивать и так далее. То есть, вы докопаете до ядра земли, если оно того надо будет. Вот так вот. Вас очень сложно сломить, переубедить. И знаете, вы отталкиваетесь от фактов, доказательств, правды, аргументов. Что думают? Что вы очень чувственная и всеслышащая такая. Все вы везде знаете, все вы везде слышите. От вас сложно утаить тайну. И знаете, тут были в вашей жизни такие уникумы, так назовем, да. Вот вы говорите им правду в лицо, и они раз так и сразу уходят. Ой, давай не будем об этом. Вот и вот так вот, да, как-то быстренько так сливаются. И вот, значит, вы там попали в десяточку, в самую десяточку. Или быстро переминают, какую-то тему меняют. Да, вы обывание, а он быстренько оболвание. Значит, вы задели.
задели или вскопали, взрыли, да, наружу вот эту вот правду какую-то. Да, что вас не проведешь, что вы очень такая не по годам развитая, умная очень, докапываетесь до всего. Если вам нужно, наводите справки, или у вас есть эти справки, база данных и так далее. Если нужен какой-то адрес или что-то еще, вы обязательно это найдете. Какие-то улики и прочее, да, от вас надо скрывать, потому что вы все вот как пес пронюхаете, все знаете. Здесь, возможно, говорят о вас те, кто вас знает. Что думают, говорят мужчины. Здесь мужчина от вас, от такой мудрой, прячет всех своих скелетиков в шкафу, причем тщательно. Здесь у кого-то, знаете, даже есть плачевный опыт с вами в том плане, что человек обжегся, но он сам на это напоролся. Здесь, кстати, могли быть какие-то простроены иллюзии перед вами, но они не сработали. То есть человек вам пытался, может быть, что-то навязать такое иллюзорное, неправдивое, нечестное, да? И здесь не получилось. Вы вот опять-таки как-то вскрыли тайну или прокусили. Да, и человек от вас сейчас закрыт, как страус в песок, голову. Знаете, вы такая женщина, тут прям именно думают, да, что с вами надо, то есть, вернее, с вами по-хорошему, вот так, вы будете хорошо. С вами по-плохому вы будете не просто плохо, да, а жестоко. Вот есть такое, что от вас нельзя, во-первых, вам врать, во-первых, делать больно, потому что за этим последуют определенно какие-то последствия. И даже если вас обмануть, и вроде как понимаешь, что он об этом не узнает, но рано или поздно, да, вот как будто бы это заденет иным образом человека. И у кого-то здесь конкретно есть какой-то опыт с вами. И человек понимает, что если не вы, так за вас вступятся высшие силы, например, или невидимые какие-то силы, да, у человека что-то случается. И здесь у кого-то конкретно что-то произошло, да, когда человек попытался вас как-то обмануть. У вас еще взгляд такой, именно проницательный. Или вы, когда задаете какой-то, может, неудобный к ответу вопрос, вы смотрите прямо в глаза. И здесь хочешь не хочешь, да, вот смотришь в ваши глаза и боишься. Но при том у вас есть сердце. Сердце к помощи, протянуть руку, подать руку. Вы не настолько жестокая, да. Тут именно о том, что даже был случай, когда человек вам сделал больно, но уже думал, что все, пиши пропало. И прошло какое-то время, да, вот вы поступили именно так мудро, так красиво. И даже стоит за это вам повешать медаль, да, или же дать какое-то вознаграждение. На самом деле именно со стороны другой бы женщины это были бы какие-то истерики, крики, психоз там, да, и вот какое-то такое невразумительное поведение. А вот с вашей стороны это вот так красиво было, что даже стыдно перед собой. Вы именно проявляли такие жесты мудрой женщины, мудрого человека, вот так назовем, мудрого человека. Что думают, что говорят мужчины. Опять говорят о том, что вы ведьма. И здесь определенно какая-то компания людей, которые, вот знаете, знакомы с вами. И здесь, вот знаете, как будто бы вас один говорит что-то, да, я за ней замечал, и второй что-то, вот что такое магическое. И люди сопоставляют какую-то информацию,
выводя вот именно правду в том, что вы определенно какая-то не с мира сего женщина, да, ведьма, или же какая-то такая аномальная женщина. То есть вы несете что-то такое, да, определенно, или внесли в жизнь этих людей, определенно что-то такое замечалось в их жизни, да, что они считают, что вы обладаете именно каким-то невидимым даром. Определенно умеете что-то делать, пользоваться чем-то. И вот как-то влиять. Будь это месть, будь это что-то другое, но вы умеете как-то влиять. После вас что-то происходило в жизни данных людей аномальное. Здесь даже кто-то кого-то потерял. Вот как будто бы буквально сразу. После разговора с вами или после общения, ну, это одно и то же. Что думают? Думают о том, что вы с виду проявляете себя такой, знаете, глупой, ничего я не знаю, ни в чем не разбираюсь. Вы все прекрасно понимаете. Мужчины даже говорят, что вы умеете прикидываться или одевать маску, принимать роль человека неведомого, который, знаете, думает только о чем-то таком простом. На самом деле вы не такая глупая, вас не проведешь. Мстительная. Не вы, так кто-то за вас отомстит, да? Мужчины считают, что вы такая, которая в любом случае отомстит, если ей сделать больно. Что вы очень в какой-то степени дама, которая не забывает грехов чьих-то. Да, она же может быть и палачом. В прямом смысле, что можете отомстить сразу же. Ну, что вы очень такая решительная. Если на что-то пошли, что-то задумали, непременно исполните. Вы ждать не будете. И вы женщина, которая, знаете, не держится за мужчину, это точно. Вы раз отсекли и пошли дальше. Не будете свое время, свой час тратить вот на что-то такое, что связано с отношениями. Слезы, там, печали, грусти, депрессии. Нет. И очень умная. Что думают и говорят о вас мужчины? То, что у вас обиды на мужчин. На всех мужчин. Иногда бывает, ведете себя, знаете, прям вот как-то жестоко. Здесь есть какой-то прошлый опыт у вас нехороший, и теперь вы мстите всем мужчинам. Да, ведете себя как-то по-другому, более жестче. Не церемонитесь, не даете шансов. От вас можно ожидать отказ. Тут еще могут думать, что вы, знаете, знакомитесь, если с мужчиной, или общаетесь, входите в общение, так, ради галочки себе в блокнотик, что молодец, победила. Двигаемся дальше, да, опять победила, опять двигаемся дальше. То, что вы скачете по головам ради не денег, ничего-то, а вот какого-то, знаете, это как месть какая-то идет мужчинам. Месть. Кто-то вам сделал больно, от кого-то вы пострадали по чувствам. Вы сейчас вот даете расплату кому-то. Кто-то о вас очень сильно думает, переживает. Именно не за вас переживает, а за отношения с вами переживает, за то, что было между вами. Очень много обсусоливает, обдумывает, говорит об этом, просит совета, возможно, делится с кем-то информацией. Притом и раньше делился, да, вот только шаг какой-то уже поделился о том, как вы себя вели или что между вами было. Как будто кто-то
находясь раньше с вами в отношениях, да, о каждом своем шаге кому-то рассказывал. Сегодня мы ездили туда, там она сделала то, там она сказала сё. Вот знаете, вот так подетально. Кто же это такой? Ну, это уже не мужское. Это уже женским попахивает. Мужчина, да, вроде как, но внутри как баба-сплетница какая-то. Своё не выносят из избы, ссор из избы. А этот вот готов выносить. Тем самым он думает, что он делится, просит совета, помощи. Или просто, да, делится. Послушав чьи-то наставления, чей-то опыт там и так далее. Может быть, кто-то даст какой-то интересный совет. Или женщина, что это за такое за создание, да, его нужно изучать. Но думает о том, что вы справедливо относитесь именно по отношению к мужчинам. Мужчины какие-то этого не заслуживают. Вот вы разворачиваетесь и уходите. Вы на самом деле экономите свою внутреннюю энергию временем, там, средствами и так далее. Да? То есть вы себя не разбрасываете ни налево, ни направо. Да, вы имеете право общаться с мужчинами, но это не говорит о том, что со всеми, с кем вы общались, вы ложились в постель, да, и делали что-то. А если бы и легли, да, вы сделали это для себя, для успокоения себя и все, а не для того, чтобы как-то вот запачкаться там или еще чего-то, да, или не было в мыслях у вас того, что вот я сейчас запачкаюсь. Вы воспользовались и ушли. Да, мне тоже нужна энергия. Мужчинам нужна, почему мне не нужна, как женщине? Вот так вот. Вы умеете, кстати, знаете, оправдаться. И притом это так будет логично, правильно, да, и вы же будете правы. Тут точно не глупая женщина, которая знает, чего хочет и как хочет, и как это достичь, и наилучшим образом, или коротким путем, там, и так далее, и безопасным притом, никому не во вред. Вот так вот. Но вас ценят мужчины. Ценят. Держатся за вас, цепляются за вами, бегают. Вот есть такое, что даже вы уходите от отношений, потом еще прилетает от них известия, звонки, или вернись ко мне, да, вот есть такое. Не хотят вас упускать как ценный объект. Вот так, есть к вам такие чувства, эмоции, не только физического характера, а в особенности душевного. Цепляете вы душевно очень сильно. Многие, кстати, мужчины в вашей жизни – это мужчины для прокачки вас, проверки вас и для того, чтобы вы себя как женщина прорабатывали. Такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.